Мария Захарова и провал операции НАТО. ВСУ описали план выхода на границы 91 года. Шольц на дебатах. Неожиданные последствия для Германии. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. ЕС планирует захват российских танкеров в Балтийском море. Готовится масштабная операция. Взрыв на магистральном газопроводе в Узбекистане. Что скрывают власти? Кто приедет к Путину 9 мая? Неожиданная реакция лидеров на приглашение. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. На магистральном газопроводе в Узбекистане случилась утечка газа, приведшая к мощному пожару. По официальным данным, на магистральном газопроводе в Узбекистане случилась утечка газа, после нее возник масштабный пожар. По официальным данным, возгорание произошло около половины 12 по местному времени на 106-м километре газопровода Бухара-Урал. Аварийные службы оперативно перекрыли задвижки, и уже через несколько минут выход остаточного газа стал контролируемым. Власти утверждают, что пострадавших нет и принимаются все необходимые меры для устранения последствий, но, тем не менее, это одна из самых больших аварий в регионе. К сожалению, мы не можем показать вам видео по правилам платформы YouTube, вы можете увидеть его в нашем телеграм-канале. Заходите, подписывайтесь, не теряйте времени. Силы обороны Украины могут выйти на границы 1991 года и даже создать буферную зону возле этих границ. Но для этого нужно, чтобы Запад продолжал поддерживать Україну оружием. Військова дія і військові операції, вони прораховуються математично. У ворога стільки-то сил, нам необхідно, щоб подолати ворожу силу, стільки-то наших сил. І от у такій площині вираховується кількість, що необхідно. Як воно працює? Визначається політична мета. Військові проводять розрахунки, подають політикам. Для того, щоб вийти на кордони 91-го року, нам необхідно стільки воїнів, нам необхідно стільки ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат. Получается, что это вопрос более политический, чем военный. Но готовы ли европейские страны и США стоять до последнего с Украиной? Как вы думаете? Пишите в комментарии свои мысли, они для нас очень важны. Ну а мы пока поговорили об этом с политическим и юридическим экспертом Андреем Вигеринским. В гипотетическом будущем, в котором в Украине есть ядерное оружие, нескончаемый запас боеприпасов и современных военных технологий, совсем не вопрос победить Россию даже на ее поле боя. В том же гипотетическом будущем и популяция Украины примерно 1 200 000 человек, экономика примерно соизмерима с экономикой Соединенных Штатов, и мы можем действительно вести изнурительную войну на истощение более продолжительный период, нежели сама Российская Федерация. Но с учетом того, что мы живем в реальном, а не гипотетическом мире, мне кажется, объяснение господина Наева, при всем уважении к его заслугам, бывшим и актуальным, но они не кажутся мне рациональными. И каждый раз, когда нам выделяли помощь, процедура не менялась. И слова поддержки, которые озвучивают первые лица европейских государств, которые нас как раз и обеспечивают всеми необходимыми для удержания линии фронта, они звучали всегда. Они просто по-разному звучали. Иногда сохранить государственность, иногда Украина не должна проиграть, а иногда звучали в ракурсе «Россия не должна победить». И каждый раз это были слова поддержки. Но каждый раз конвертация слов поддержки в соответствующие эквиваленты снарядов, она немного хромала. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении приобрести сектор Газа. Он говорит, что в зданиях, которые там сейчас есть, жить нельзя, и выражает уверенность в том, что палестинцам просто некуда будет возвращаться. Мы можем отдать ее другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они отстроили отдельные ее районы. Другие страны могут делать это под нашей эгидой, но мы намерены владеть ею, занять ее и сделать так, чтобы Хамас не смог вернуться. Там нет ничего, куда можно было бы вернуться. Это место подлежит сносу.
Трамп также предложил переселить жителей Газы в соседние арабские страны. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. В страны такие, как Египет, Иордания. Утверждает он, что примут эти страны беженцев после переговоров с США. По словам президента, палестинцы покинули бы Газу, если бы у них был выбор. Но не все страны отнеслись к этой идее с оптимизмом. Например, Турция и Египет не очень одобряют такую идею. Предложения, выдвинутые в отношении Газы под давлением сионистского лобби, с нашей точки зрения не имеют ничего, что стоило бы рассматривать или обсуждать. Это просто ерунда. Это попытки колотить воду в ступе. Ни у кого не хватит сил выдворить жителей Газы с их вечной и неизменной родины, которая принадлежала им на протяжении тысяч лет. Палестина принадлежит палестинцам вместе с Газой, Западным берегом, Восточным Иерусалимом. Страны Евросоюза обсуждают планы по масштабному захвату нефтяных танкеров, связанных с Россией в Балтийском море. Для этого разрабатываются новые законы, позволяющие задерживать суда по экологическим или пиратским причинам. Об этом пишет издание «Политико». Но эксперты предупреждают, что такие действия могут нарушать международное право и даже привести к эскалации напряженности с Россией. А как думаете вы? Напишите в комментариях мнение свое. Мы вам сейчас предоставим мнение эксперта, потому что мы поговорили об этом с политическим экспертом Андреем Вегеринским. В международной политике всегда существует зеркальный принцип. Если ты осуществляешь недружественные действия по отношению к судам, которые ходят под другим флагом, ты вполне можешь ожидать того, что к судам, которые ходят под твоим флагом, будут осуществляться такие же действия, просто на других географических широтах. Могут ли... во-первых, надо разобраться с понятиями. Что такое теневой флот? Он потому и теневой, что он не ходит под флагом Российской Федерации. Он зарегистрирован, и имеет регистрацию точно так же, как имеет страховку других юридических лиц и находится в других государствах, под флагом которых ходит. И, соответственно, на него распространяется юрисдикция этих государств. Можно ли каждое судно, а их там проходит не один и не два каждый день, останавливать и осматривать? Но с точки зрения наличия угроз или сообщения об угрозах, наверное, можно. Но если таких угроз нет, вы административно просто не обеспечите выполнение этого функционала. Шольц обещает молниеносный ответ на тарифы США, а Мерц, его оппонент, обвиняет канцлера в экологическом крахе Германии. В ходе предвыборных дебатов канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз способен действовать оперативно, если администрация Трампа решит ввести торговые ограничения против европейских стран. А соперник Шольца, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, обвинил действующего канцлера в том, что его нерешительность привела Германию к экономическому кризису. Мерц подчеркнул, что при Шольце страна столкнулась с рецессией, ростом безработицы и банкротством тысяч предприятий. Такого в Германии еще не было. У нас 3 миллиона безработных в Германии с тенденцией к росту и 700 тысяч вакансий, которые не могут быть заполнены. Мы переживаем такую волну банкротств, какой не было никогда за последние 15 лет. За время вашего пребывания у власти в Германии обанкротилось еще 50 тысяч компаний. Дебаты также затронули тему миграции. Мерц критиковал Шольца за недостаточные меры по ограничению притока мигрантов, в то время как Шольц обвинял Мерца в сотрудничестве с ультраправой партией «Альтернатива для Германии». Тот отверг обвинения, заявив, что его политика направлена на решение миграционных проблем, а не на сотрудничество с радикальными силами. На фоне нашей истории мы в Германии должны сделать все возможное, чтобы АфД не имело никакого значения. Вот почему с ними нельзя сотрудничать. Вы можете положиться на социал-демократов, и вы можете положиться на меня. Опросы показывают, что ХДС под руководством Мерца значительно опережают социал-демократов с Шольцем, что делает предстоящие выборы 23 февраля особенно напряженными.
Председатель КНР Си Цзиньпинь принял приглашение посетить Москву 9 мая для участия в праздновании Дня Победы. Кто еще из гостей принял приглашение? Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Приглашение пришло и премьер-министру Армении, но Никол Пашинян официальных заявлений, во всяком случае на момент записи этого видео, не делал. Программа, которую придумали в России по дискредитации России, провалилась, говорят в России. В МИД РФ констатируют провал операции НАТО. Вот этих НАТО-центричных кругов, как они формулируют, нанести нам стратегическое поражение, изолировать Россию, в принципе, вот от этой самой идеологемы и постановки вопроса отмены России не осталось камня на камне. Да, они будут продолжать это делать. Но то, что они хотели насадить в качестве философии будущего, мне кажется, их задача, их самоназванная миссия провалилась. Это очень круто придумать врага и бороться против него. Правда, не в том случае, когда так делает ядерное государство. Бывшая белорусская политзаключенная Полина Шаренда-Панасюк сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве с белорусскими силовиками, назвав это тактическим шагом для освобождения. Она подчеркнула, что в колонии заключенных принуждают к таким действиям, угрожая бесконечным заключением. После освобождения Шаренда-Панасюк публично расторгла соглашение и призвала других поступать так же и поберечь свою жизнь. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.